Утро в Сузах Назрани началось как обычно, но для некоторых молодых людей, привыкших приезжать сюда не за знаниями, а за вниманием, сегодняшний день стал неприятным сюрпризом. Вместо взглядов девушек пристальное внимание сотрудников госавтоинспекции. Тревога наехала. Тревога наехала просто. Тревога наехала. В городе масштабный рейд. Его цель – пресечь опасное поведение на дорогах, которое давно беспокоит и жителей близлежащих домов, и самих студентов. Первая точка проверки – политехнический колледж. Здесь, по словам инспекторов, молодые люди, часто не имея водительских прав, на затонированных авто или без номеров устраивают настоящие гоночные представления. Дрифты, визг шин, дым из-под колес, создание аварийных ситуаций. Сегодня их ждет другой сценарий. Первый же нарушитель попадается на тонировке. Стекла автомобиля практически не пропускают свет. Следующий этап – проверка документов, и здесь снова нарушение. Прав, как выясняется, у водителя нет. По сути, за рулем находился человек, не имеющий права управлять транспортным средством. Всегда целый вообще проверки. Итог первых же минут рейда – десятки остановленных из-за нарушений машин. Многих водителей-нарушителей ждет эвакуация на спецстоянку. Уже через 10 минут у колледжа становится заметно тише и спокойнее. Но рейд на этом не завершается. Смена локации. Сотрудники ДПС останавливают машины уже возле медицинского колледжа по улице Тутаева. И здесь картина та же. Подростки за рулем, тонировка, отсутствие прав. Нарушителям придется не только предстать перед законом, но и немедленно исправить нарушение. Тонировку снимают прямо на месте. Мгновенно потеряв свой боевой вид, машины превращаются из предмета хвастовства в объект административного протокола. Статистика аварийности в Назрани регулярно пополняется новыми ДТП с участием именно таких водителей. Молодых, неопытных, а главное, не имеющих права на управление автомобилем. Их лихачество на дорогах – это прямая угроза жизни и здоровья всех горожан. В городе Назрань в целом зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий с начала года. И в результате 5 человек погибло и 18 человек ранено. Цифры этого рейда говорят сами за себя. Около 20 выписанных административных протоколов, 3 машины на штрафстоянке и около 10 автомобилей, лишившихся своей темной красоты на месте. В госавтоинспекции заверяют, подобные рейды будут проводиться на регулярной основе, пока эта проблема не будет искоренена. Проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Основные направления – это у нас обеспечение безопасности дорожного движения. Основные направления, как я сказал, это у нас тонировка, а также водители без прав. А также стоит отметить, что мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, проводятся и будут проводиться. А главный итог этой операции – несколько часов тишины для горожан, живущих рядом. Именно они чаще всего жалуются на свист шин, грохот музыки и рев двигателей, которые устраивают молодые люди. Сегодняшний рейд дает понять нарушителям: публичная демонстрация собственной безответственности на дорогах Назрани больше не пройдет. Цена не только штраф и эвакуатор, но и опасность для здоровья других. Зелимхан Кылоев, Адам Гулоев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.